Микаил Сафарбекович продолжает вкладывать, работать в Республике Ингушетия. Вы знаете, все работы, которые здесь сделались, все вклады, более 4 миллиардов вложено за эти неполных 2 года. Это же обосновывается, потому что фонд, он состоит из учредителей, то есть там согласованное решение принимается, выделение тех или иных средств. Я хотел бы, чтобы вот другие, кто говорит там много, я, еще раз я всех призываю, кто имеет средства, чтобы вкладывали тоже в республику. Самое интересное, вот IT-школа, да, из Подбеняк и IT-гостиница, но все забывают одно, бесплатное обучение там. И все вкладываются, которые здесь средства, они не бизнес. Как мы с ним обговаривали ситуацию, вы Бусул, Кашмыжие и православные. Из них 7 православных, 33 мусульманских. Да, это первый этап был. Лазат Кашмыжди. Но вы видели же там, кто со мной был там, тот, наверное, видел. Там мало того, что все так, вот этот весь забор, он весь мог повалиться. А внутри что? Но сегодня, посмотрите, дом-интернат Троицкой полностью сделали. И спать корпус, столовая, это же не столовая была. Да, помялы ждут, а реально Гуцериев, фонд, бесплатно вложил, сделал. Потом по башням 123 башни. Проектно-сметная документация готова. 123. По 13 закончено. Ведутся археологические работы по храму Тхаба-Ерды и крепостной стены сельского поселения Гумурзиева. Слушайте, мы ведь начали делать, нам Министерство культуры выделило 40 миллионов. Мы начали вот этот Тхаба-Ерды, реставрировать его. А потом Микаил Сафарбекович, мы выезжали, и он пригласил специалиста, они там поисследовали, говорят, да вот там в глубину еще этаж, еще там что-то. Это христианский храм, но все путают, но это святилище было наших предков. Это тоже память наша. Исторический, археологический такой объект. И взяли, сейчас проекты делают, там начали исследовать. И тогда Микаил, мы говорили, он говорит, 100 метров по диагонали влево, вправо, мы будем все обследовать. Начали обследовать, там начали появляться объекты. Вместо 40 миллионов оказалось 200 миллионов. РЗИ. В 2016 году уже закончили, да? А в 2020 мы начали его ремонтировать. До 400 миллионов. Там ничего не работает, вода протекает, фундамент подтекает. Мы туда вложили где-то 70 миллионов первоначально. Опять же их дал Совмар. Ну а потом решили капитальный ремонт сделать. Вот там начали спорить. Слушайте, берешь, делал щиду. Там же сегодня можно 500 детей, да, за раз можно. Покажите, как там было. Там нельзя было ребенку заходить по-хорошему. Ни душа, ни уборных, ни двора. Вот кемпинги. Но все помнят. Несколько Алхаста и дальше пошел. Бердале, Хяшвале. Вот остановиться, гость, дети. Там не было воды, где попить. Там не было руки, где помыть. И всем было наплевать. Мы думали, когда говорили с ним, 21, чтобы люди, Юртбах, Нахби, бесплатно им отдают его. Ни аренды там, ничего нет. Бесплатно, просто заводы, фабрик, Жмачевецевич. И мы вот решили, что они там просто берет, только одно нужно. Одно. Главам районов соглашение, что он мусор будет оттуда увозить. Люди останавливаются и спокойненько могут, во-первых, не на дороге, во-вторых, там стоянка. Заехал, встал,
потихоньку дети пошли куда нужно, руки помыли, спустились к речке. То есть я почему это подробно говорю? Как будто бы вот все забыли это, понимаешь? Вот я не понимаю. Не надо этого забывать. 200 человек более возили тяжело больных на носилках в самолет, да? А 200 возили в Минводы, потому что не было амбулита. Микел сказал, приобрели, сейчас спокойненько подъезжает и спокойно, могут жевать сагви. Вот. Когда отправляет его, это было сделано. Сегодня IT-школа, а где-то через год будет 500 в Ингушетии будет программистов. Каждый год будет по 500. А сейчас ремонт заканчивается, акселератор, да? А дальше технопарк. Это бесплатное обучение. Это все комплекс больше миллиарда. Был момент такой, 160 с чем-то миллионов, учебников не было. Мы не могли закупить. Он говорит, берешь здесь 163 миллиона. И сразу все сделалось. Когда перинатальный центр, там дети-то недоношены, маленькие, а не было перевозить его. В обычной скорой, даже реанимационной, ее не повезешь, кроху. Специально есть такой автомобиль, да? Есть Ялыч. Через неделю, через 2 прислал. И теперь у нас безопасно перевозят, если нужно, детей. Поэтому я к чему это говорю? Просто сегодня, продолжая и башни, и это. Площадь Свободы, все, техника, поссорились. Фудут Сажаев. Нам делить с ним нечего. Он говорит, сын могу, республика. Ты мне, говорит, только говори и все. А здесь проект. Сделали так, он приехал, увидел это и все запретил. Но он новых туда поставил, сейчас проект делается. Самый современный, и он будет сделан. Площадь будет сделана. Нет, все уже, ердят, вождят. Слушайте, у меня работы много, у него тоже. Надо будет созванимся, надо будет съездим. Поэтому я говорю почему и акцентирую на этом. Тахан я скажу, единственный человек, единственный, за историю, я полагаю, республики, я могу сказать, столько вложил в благотворительность сумму денег, столько сделал объектов, единственный, я хотел вам сказать, что если не помогаете, ехать до Сочи. Я вас очень прошу, не мешайте. Не мешайте. Пуля убивает один раз, а вот этот Йохарыш убивает каждый день. Каждый день паршивое слово убивает человека. Не надо этого делать. Поэтому работу мы продолжим и будем работать.